скважины обвалиться. И все, что ты там забурил, штанги, долото, оно все там и остается и больше не вытянет. Вторая проблема сам материал мела. Когда он под воздействием воды, он такой немножечко встает, ну как цемент. Кто-то пробовал ходить по мокрому мелу. Вот у нас берег меловой. И вот я помню машина, когда ехал дальше по меловой дороге, она прямо белая такая. Машину просто елозит, она ну как цемент. Этот мел. И если неправильно, не хватает воды для промывки, опять-таки его, он как пластилин схватывает инструмент, и он тоже остается там. Никто же из бурильщиков не хочет такого исхода событий, и никто не хочет бурить. Одна киевская фирма согласилась, цену хорошую предложила нам, мы согласились, они забурились, не соблюли технологию, ни промывочного бассейна большого не выкопали, ну, в общем, так, долго рассказывать. Но вам так скажу, 125 метров забурились, и там все оставили. Ну, может, метров 10 штамп сумели вытянуть. Все остальное, инструменты пропали, остались там. И уехали ни с чем, вернее, как ни с чем, с тысячными убытками. Ну, мы понимаем, что тут уже нужны профессионалы, которые бурили эти скважины и знают, как это делается. Ну, а кто бурил эти скважины? Только государственная компания, которая обязана была бурить колхозом вот эти скважины. У них и документация есть, они знают, на какой глубине какая трещина даже. Но они поняли, что они монополисты и начали поднимать за это цену. Чтобы мы хоть как-то от них отстали, говорят, ну давайте пробурим вам на песчаном горизонте, в 2 раза мельче скважину. Я говорю, почему вы раньше не сказали, почему вы раньше так не бурили? Говорят, ну воды будет мало, и вода будет невкусная. Я думаю, ну надо, ну хоть что-то давайте. Я говорю, там же как-нибудь разберемся уже, может тогда еще какую-то пробурим. Давайте сейчас, нам сейчас вода нужна. Они пробурили, сделали все, ну, действительно качественно, загрузили туда 5-метровый фильтр, чтобы хоть что-то точно насочилось. На другой день мы проверяем скважину, скважина полностью сухая. Полностью сухая. Кто виноват? Ну, говорили же они, что воды будет мало. Ну, кто знал, что будет и вообще не будет. Ну, такое случайность, может, совпадение какое-то. Я понимал, что деньги они нам не вернут. Но надо что-то делать. Меня направляют. Иди не договаривайся. Господи, что я? Куда? Что? Знаете, и мне еще тогда годиков там было, 21 годик, наверное, был. Идите, не разговаривай с такой женщиной, которая говорит, не скину тебе. И это все надо было как-то сказать. Слава Богу, ее тогда не было. Я такой хожу, чуть не плачу. И, знаете, встречает меня главный инженер. Говорит, что ты здесь делаешь? Что ты здесь ходишь? Знаете, как вот в казочке есть украинской. Чего ты, зайчику, плачешь? Ну, як же мне не плакать? Вот что-то у меня такое было. Вот скважина у меня сухая, вы пробурили, воды нет. Говорит, как сухая? Длина фильтра. Ну, знаете, он, главный инженер, он сразу же техническими разговорами. Говорит, 5 метров. Не может быть. Не может быть. Надо это. И вот, знаете, вот он не только говорил, не может быть, но он еще нас пожалел. Знаете, в отличие от той женщины, которая, знаете, такая была строгая, не хотела скидать цену, он пожалел нас, решил нам помочь. Ну как помочь? Он пошел к директору. Директору тоже нас стало жалко, удивительно. И вот они решили все-таки бурить эту скважину. И та женщина, которая не хотела бурить, не хотела скидать, ей приказ. Помогите этому человеку. Ну, естественно, ей пришлось уже тоже скидать цену, по хорошей цене направить нам бригаду бурить ту скважину, которую нужно по всем проектам, по всем правилам. Проект бурить делать не надо было, потому что у нас по документам уже стояла скважина. Получается так, как по документам, как ремонт существующий. За 7200 вот я отремонтировали. Ну, в общем, они направляют нам бригаду. То ли они из-за того, что уже скинули нам цену, то нам и такую бригаду направили. Но это была самая ужасная бригада. По всем меркам. До этого были очень хорошие машины. Очень качественно делали ребята, толковые, старались. А здесь едут, ну, во-первых, пьяные, как черепки все ехали, кроме водителя.
тормозов нету, передачи плохо включаются, у нас же тут такие горки. Он, естественно, не перешел на пониженную передачу, не смог переключиться, покатился вниз, побился в стекла в фургоне, перекрыли все движение, народ позбегался по норнице. Кто это? Скважину бурить едут. Желаем удачи. И вот, знаете, что делать? Плакать, смеяться, ну, не смешно. И мы, конечно же, своими же тракторами вытянули их, отвезли. И, знаете, ну только начинайте. Ну, никто же не начал бурить. То у них день молодежи, то выходной, то еще что-то. То есть, ну, в общем, такой, на 4-й день нормальная работа хоть какая-то пошла. Как Бог может помочь через таких людей? Бог работает через других людей, но не через этих. Но так мы будем. Но вышел с отпуска, знаете, как ответ на молитву, вышел из отпуска буровой мастер, вот их шеф, который разбирался в этих скважинах. Мастер, не главный инженер, а мастер, который был, знаете, зубром вот этих технологий. И он как узнал, какая машина поехала, на какую скважину, каких ребят отправили бурить, лично сам приехал. Говорит, ребята, смотрите. Они сразу, естественно, протрезвели. Он привез им больше нормы вот этой глины, которая не позволяет колонне обваливаться, даже когда воды нет. В общем, ну все сделали для бурения. Все хорошо, но 60 метров пробурили и застряли, наткнулись на камень. Все, говорит, мы устали, бурить не будем. Знаете? А кто виноват, что вы устали и пилючили где-то 4 дня? Все, хотят уже уехать. Они уже там долго стояли, где-то уже командировочные у них почти все заканчивались. Это был уже, наверное, 7-й день их пребывания у нас. Или даже 8-й. 8-й день. Вот хотят уехать. И я понимаю, что если сейчас уедут, то, скорее всего, уже никто и не приедет. Что такое не приедет? Мы в этот момент время зря не теряли. Мы уже почти сделали вот это общежитие. Ванны, трубы, проводка, плитка в самопах. А что, если воды не будет? Все это мартышкин труд, знаете, у нас в народе говорили. Ты ж не сдерешь плитку, ты уже не сдерешь проводку. Зарплату уже назад не вернешь, то, что люди ложили эту плитку. Ничего же уже не вернется. Неужели это все так и закончится? Как памятник нашей глупости, или что-то еще. И тут они уже хотят уехать. Знаете, в таких случаях уже молчишь. Молитвы очень короткие в этот момент. Я говорю, молись, я не могу. Я не могу. Но я ушел, как и сейчас помню, на вот этот свинарник. Подальше, я уже не хочу всего увидеть, я не хочу ничего, ни санатория уже, ничего не хочу. Я говорю, Господи, ну все в твоих руках, ну ты же можешь это сделать. Я не понимаю, почему так, но я знаю, что ты можешь все повернуть наоборот. Но я готов на любой исход. Моя мама тоже собрала малую группу, тоже молятся. Через полчаса пробивается камень, и они начинают дальше бурение по технологии, еще сутки бурения, до 122 метров забурились. 3 пустоты были раскрыты, под давлением вода идет в этой скважине. В ваших кранах сейчас до сих пор. Сегодня вы открываете кран, ну и что, да, вода идет. Для нас, конечно, особенно для пионеров, которые были здесь, сейчас в строительстве, для нас это, конечно, огромный опыт. И для нас это была награда за нашу веру. Теперь-то мы поняли, хорошо, что мы этот дом построили уже. Осталось только подключить водопровод, 50 метров водопровода и канализации. И все, и дом уже готов в эксплуатации. Поселилась уже туда семья Виталика Шпитального. Знаете, да, Виталика? Тот, который на аппаратуре сидел, у нас на стройке тоже работает. Такой. Его жена Марина готовит вам сейчас еду, она шеф-повар. Ну вот, радости. Дальше все вроде бы пошло как по маслу, даже газ провели для комплекса вот этого всего. Все. Ну, надо строить следующее здание. Все, общежитие закончено.
И уже мы рисуем генплан. Так, санаторий, столовая, там фонтан даже нарисовали. Мы уже тогда планировали, что фонтан нам нужен. И вот говорим теперь в земельном отделе, я как финансист с юридическим таким уклоном, я понимал, что надо же теперь делать какие-то проекты. А проекты не делаются без земельных участков. Я иду в земельный отдел, говорю, нам нужен земельный участок для того, мы фонтан даже собираемся сделать. А земельный отдел нам говорит, а не будет вам земельных участков. Ну как, будет, но мы не разрешим вам строить на этих земельных участках. Земля сельхозназначения. Вы находитесь в километре от населенного пункта. Какая стройка? Тем более такого, знаете, людного коммунального объекта нет, и еще раз нет. Я говорю, а как это коттеджи вот эти все строятся за городом, знаете, в Киеве, в Чернигове, даже по 3 этажа бывает. Ну, нам, естественно, отвечают, что можно им, что нельзя вам. Ну, знаете, меня, хоть я был и молодой, но такой, знаете, надоедливый, пытливый такой. Я начал изучать, копать интернет, все спрашивать других, начальство, все, ну, в общем, по ниточке собирал информацию, какую документацию надо подготовить, чтобы все-таки это было разрешено и официально, без никаких взяток. Никаких взяток, у нас сразу был принцип, строим без вот этих всех слований. И, вы знаете, Бог дал мудрости, мы нашли это. Но одна была загвоздка, одна была проблема. Мы нашли, как сделать это целевое назначение, но это все же затянет около года. Что мы целый год должны гулять, куда девать наш энтузиазм. И вот однажды мы с Виталиком прогуливаемся осенью 2009 года. Я говорю, Виталик, ну как-то же мы сделали общежитие. Он говорит, сделали. Без проекта. Без отвода даже земельного участка на тот момент. А каким образом это произошло? Я вам сейчас расскажу. Нам это досталось в собственность, так как мы были покупатели колхозного имущества. Все документы, выписки из протокола, все подтверждало то, что это наше. Но есть еще такая особенность, до сих пор оно есть в Украине. Принадлежит тебе, но официально оно не числится. Вот многие люди сейчас в селе живут в своих хатах, а она в БТИ не померенная. То есть бабушка уверена, что это ее домик. Ну, естественно, бабушку никто не прогоняет, но, по сути дела, никто этот домик не меряет. Обычно меряют тогда, когда его надо продать или что-то еще сделать. То есть, а в БТИ оно не числится. Это удобное было и у нас. Документы на нас были оформлены, там, выписки с протоколом, но еще ничего не было померено. И вот первые измерения мы вызвали БТИ, чтобы померять вот этот дом охотника. Он был одноэтажным с такой мансардой. Когда они приехали, крыши нет. Мы крышу разбомбили, строим второй этаж. Говорит, а где крыша? Говорит, там вы понимаете ли, мы тут перестройку делаем. Перестройку, тогда вы давайте уже как-то сформируем, какое оно будет. И мы уже померяем таким, каким оно будет. Ну какая разница, зачем 2 раза нам приезжать? Так и получилось. Мы как-нибудь скелет уже сформировали, сказали, какая уже будет крыша, чем она будет накрыта. Ну вот они так нам и померили. Так и получилось. До сих пор это здание соответствует тому, что померили в БТИ. И по документам это 2-этажное здание, и никакого проекта надстройки 2-го этажа делать не пришлось. Говорю, Виталий, так, охотничий домик. А у нас же то 3 инвентарные единицы в садово-огородной бригаде числились. Охотничий домик, самый нормальный, что было, но мы его и то реконструировали. Яблочный цех, похуже, чем этот дом, шатался от ветра. И уже ужасное чучело, подвал для пчел. Но для нас было самое главное не то, как оно выглядит, а то, что оно есть вообще. А то, каким оно будет выглядеть потом, это уже зависит от нас. Что ж, начнем с более-менее хоть что-то похожего на здание. Это яблочный цех. Шатается от ветра, весь в трещинах. Но мы его укрепим,
Так мы планировали с Виталиком. Как-то это, даже второй этаж надстроим, и получится прямоугольное двухэтажное здание. Приходим к отцу с этой идеей, думаем, что он ее одобрит. И он сразу нас, ну не то что насмех, даже так раскритиковал. Говорит, что вы что, предлагаете, чтобы мы построили второй двухэтажный сарай? Достаточно одного сарая. Ну так он называет прямоугольные здания. Говорит, ну я вам объясню, почему он так считает и почему он не захотел. Действительно, доля правды в этом есть. Хорошая доля. Смотрите, каким бы образом вы ни строили дом. Прямоугольный или красивый. Вы отдадите то же самое количество средств для окон, для пола, для стен, для батарей, отопления, трубы. Вы все отдадите, для дверей, ну все что угодно, вы все же отдадите точно так же, как если были. То есть это то же самое, что вот вам дадут, как хозяйке, кучу продуктов, вы можете изготовить вкусно, а можете изготовить невкусно, но продукты пропадут все равно, правда? Но почему бы не сделать это блюдо вкусным, правда? Постараться хорошенько поработать и сделать вкусным. Так вот, именно это предложил отец. Уже раз мы все равно строим, раз мы все равно все придется почти с нуля делать. Но если здание шатается от ветра, то это то же самое, что мы почти новое строим. Говорит, давай сделаем красиво. И он предлагает сделать в виде коттеджа. Я говорю, папа, ну ты соображаешь, что ты говоришь? Стояло здание вот такое, а ты хочешь поставить вот такое. Говорит, почему бы и нет? Делайте. Знаете, он такой, знаете, закинул, а вы думаете. Ну, это было опять закинуто мне. Это моя была работа. Моя была работа заниматься документами, работа Виталика, довести этот коттедж, чтобы он был похожим на столовую. Один работал и другой. Ну, расскажу, как я работал. Иду в БТИ, я уже все, я готов до любого исхода событий. И говорю, ну, понимаете, мы хотим совсем другой формы, чтобы было здание. Не просто этаж достроить, а вообще другой конфигурации. Мне говорят, а вы быстро это сделаете? Мы говорим, обещаем, сделаем быстро. Ну, тогда давайте, согласны. Они быстро померили, а мы быстро построили. В 2010 году мы уже ее обкладывали красным кирпичом. Летом приезжает инспектор ГАСКО. Государственный архитектурно-строительный контроль. Сегодня это ДАБИ, Держархбудинспекция. Знаете, гроза. Приехал, он говорит, ну знаете, ребята, я еще с колхозных времен инспектор. Я знаю, как это выглядело раньше, а теперь объясните, почему оно не выглядит так сейчас. И вот, знаете, мы объяснили ему так, как я вам сейчас объясню. Он и так думает, не крутит, и вертит. А ничего, говорит, не могу с вами поделать. Первый раз, говорит, такое в моем случае, выкрутились. Но, знаете, мы думаем, как, нехорошо. У нас инспектора в Украине не любят уезжать с пустыми руками. Но и взяток мы же не платим. И мы ему предлагаем, вот вы приехали и застали нас, когда мы обкладываем красным кирпичом. То есть вы не приехали на готовенькое уже здание. Вы видите, что строительные работы то все равно проводятся. Вы можете нас оштрафовать за то, что мы проводим вот эту обкладку кирпичом без вашего ведома. Благо тогда штраф был 850 гривен. И он был так удивлен, что мы сами, знаете, даже предлагаем ему, как вообще вести в его ситуации, что даже так не поступил по отношению к нам. Говорит, ребята, да, я там за грибами ездил, ну и просто мне стало интересно, как это у вас все получается. Стройте, молодцы, благое дело. И, знаете, он и не мешал нам. Он даже помогал нам в оформлении документов этого главного корпуса. И единственное, что он взял, мы сами ему предложили, говорим, давайте мы вам пополним счет, узнайте, как правильно это строится. И он действительно для нас узнал, помогал вообще нам, заполнять декларации. Говорит, только не говорите, что я вам помогаю. Потому что у нас в Украине инспектора, по крайней мере строительные, чем больше штрафов напишет, тем больше молодец. Но вот он нашу стройку не трогал, хотя другие от него прямо дрожали.
Он помогал нам заполнять эту документацию. Но вернемся опять к столовой. Мы ее закончили, внешнюю отделку полностью с красным кирпичом, совсем. Снаружи она уже была красивая, уже в начале ноября 2010 года. Внутрянку мы не хотели делать осенью, отнесли его на морозные дни. Что же нам делать теплой осенью и теплым декабрем? Осталась еще самая худшая инвентарная единица – подвал для пчел. Что с него можно сделать? Во-первых, над самим лесом. То есть явно окна должны направлены быть только на ту сторону, которая с другой стороны леса. То есть ничего серьезного такого не сделаешь. Крупного здания тоже над лесом, над оврагом не построишь. То есть ни о какой серьезной двухэтажке речи не может быть. Ну и территория, подвальчик был не такой большой, то есть не надо размашисто. Но что можно сделать? Как вы думаете, что мы сделали? Баню сделали. Ну, невысокая, не тяжелая, деревянная, то есть она, естественно, не так сильно давит. Тем более сам подвал для пчел, он играл уже роль фундамента, мы просто нарастили и поставили такое небольшое с мансардочкой сауну. И вот так и получилось. Построили общежитие, столовую для сотрудников, построили сауну. Нас начали спрашивать: слушайте, ребята, друзья, а что вы построили? И мы им перечисляем общежитие, столовую и даже сауну. Все говорят, ну даже сауну построили. В других санаториях даже нету сауны, а у вас она есть. А санаторий у вас есть? А может, надо было сначала санаторий начать? Но тогда у нас не было документов. И мы вот таким образом коротали годик. И так мы за годик скоротали и построили вот эти здания. Но в 2011 году документы уже на строительство главного корпуса были готовы. И сегодня я уже вижу, что и в этом есть Божье провидение. И это нам послужило ко благу. Каким образом? Мы начинали с подвала, извините, не подвала, а с общежития. Много чему нам приходилось учиться. Это уже, конечно, опыт Виталия. Я больше документами занимался, Виталий именно самим строительством. Виталий хороший, талантливый человек. Ну, честно, золотые руки. Не побоюсь этого слова. Но он все-таки механик был на момент прихода. Он, конечно, знал, как что построить, но все-таки много чему ему приходилось учиться. Да, на тот момент это был блестящий механик. Закрытыми глазами, наверное, мог разобрать, перебрать двигатель КАМАЗа. С импортными двигателями на «ты» тоже нормально это. Но, как же что? Но он перестроился на строителя. Сегодня мы смотрим на наши еще такие примитивные технологии в общежитии. Эх, сейчас бы вот это бы не так сделали, вот это бы не так сделали, вот это бы не так сделали. Но для общежития это не так страшно. Смотрим на столовую. Все вроде бы нас устраивает, но нету теплого пола. Нету теплого пола. Дальше сауна. Там есть теплый пол, но там есть некоторые косяки, о которых мы вам не скажем. И они вам не мешают. Мы знаем уже. Да? Так вот, и мы постепенно учились. Когда мы начали строить этот главный корпус, это был, конечно, сложный достаточно проект. Во-первых, он самый большой. Во-вторых, в нем самая сложная крыша. Наверное, из всех наших зданий здесь самая сложная крыша. Нужно было также все спланировать. Нужно как-то было еще это и проектировать. Это уже опыт Виталия, я немножко расскажу, как ему было сложно. Он рисует вот это здание. Ну как рисует? Вообще идею мы взяли с интернета. Но мы ее практически всю модифицировали. Вот этот балкон это идея Виталика. Дальше. Идея скворечников это была уже моя идея. Вот эти над крышей. Вот эти, чтобы было как можно больше вот этих скворечников, ушек вот этих. Комнаты в мансарде, чтобы каждый угол был тоже с комнатой, это отца идея. Но это все надо было рисовать Виталику. Как это все эти комнаты, все. И он, бедолага, рисует.
бывает целыми днями, ну не днями, днями он работал, вечерами он. Все это вечерами до поздних вечеров рисовал, приносит отцу на согласование. Отец, как знаете, главный спонсор. Он же это все должен был, говорит, забирай назад, не одобряю. У меня нет таких плит. Он в арсенале нашего папы был недостроенный лёнзавод. Купил по дешевочке и собирался разобрать его, пустить на санаторий. Очень хороший, качественный железобетон. Я не знаю, такое чувство, что на случай атомной войны этот лёнзавод строили. Прутья такие арматурные, ужасно. Думаю, ну куда оно строилось? И мы же собирались пустить все, но была одна проблема. То есть сразу же ты собираешься этот материал применить в строительстве, значит у тебя уже строгое ограничение по размерам. Говорит, так, Виталик, 6-метровых плит у меня нету, есть плиты только 5,80, 2,80, и вот на коридор тебе могу дать только вот такие, там я не помню, 4,20, по-моему, уже не помню. Иди, Виталий, и перерисовывай под те плиты, которые мы тебе дадим. Все, нарисовал. Хорошо, дальше. Ложит фундамент. Надо ложить фундамент. Виталий, мы тебе даем ригеля 8-арматурные, чтобы было прочнее, ну и нам куда-то их надо деть из лёнзавода. Опять надо все так расставить, применить их на тех местах, где нету проемов, чтобы было хорошо и качественно сделан фундамент. И это все было на его, можно сказать, голове, на его плечах, и это он все делал. Некоторые смеялись, что мы из разных материалов сделали фундамент, но когда кинули уровень водный, все было ровно. Ровнее, как сказали черниговские строители, чем даже если бы заливали монолитный железобетон. Ну, дальше надо было еще как-то все это строить, стены. Так планировалось, что строители из Чернигова нам помогут. Но они, как увидели, строители, ну вот эти все, количество углов и арок, вы на фильме увидите, сколько их тут. И они отказались выполнять все эти работы. Нам пришлось самим все это делать. Сложнее всего, наверное, Виталику далась крыша. Марина говорила так. Виталик в 5 утра вставал, рисовал и молился. В 5 утра опять вставал, рисовал и молился. Надо было еще молиться, чтобы никто же не пострадал, потому что объект на высоте. И никто не пострадал, действительно, крыша была сделана. Ну, может, за исключением моего дяди Васи, который потянулся за сигаретами, упал и бросил курить потом. Ну, в общем, да, то есть, ну, крыша была сделана, здание было сделано хорошо и добротно, все продумано. Ну, единственное, что мне не нравится в этом здании, так скажу, ступеньки высоковатые. Тут мы уже, конечно, в угоду дизайна лестничную клетку сократили и подняли ступеньки. Но вы же извините, это уже так, для красоты было сделано, вы же потерпите. Да. Ну, вопрос теперь, наверное, скажу, а где взялись деньги, да? Как бы там ни было, хоть мы и лёнзавод разбирали, да, недорогие плиты были, но все-таки здесь средств пошло немало. Кто занимался хотя бы раз ремонтом дома, знает, сколько все это стоит. И вот бытует версия, это самая популярная версия здесь в народе, что нам помогли американцы. Американцы везде помогают, американцы везде скорее лезут. Ну и здесь. Те, кто здесь работает, это американские агенты. Наш отец, мой отец, это главарь, в общем, всего этого. Из-за этого, когда мой отец где-то на каком-то собрании появляется, с ним не связывается, то мало ли что, кто за ним стоит. Ну, версия неплохая, нас тогда хоть побаивается немножко. Но, знаете, главная правда, вам расскажу, это заработки на земле. Люди не верят этой версии. Говорят, мы тоже зарабатываем на земле, мы тоже выращиваем картошку, у нас и корова есть, и комбайны картофелеуборочные, но мы же столько не заработали, не сколотили состояние, так что не надо нам казок рассказывать. И вот
Ну, много, это большой опыт, это время ваше, может быть, займет. Ну, я коротко вам это расскажу. Ну, вот 2009 год, я вам уже рассказал, да? Поднялась цена, и мы начали отгружать товар по предоплате, и таким образом тоже заработали средства. В 2009 году мы посадили, в 2010 году продавали. Нужно было продавать, выращивать на черноземы. Потому что мы взяли землю в Радичеве, здесь нету песчаных земель. Картофель любит более песчаные земли, он тогда более красивый, не так поражается паршой, более крупной формы. В общем, хороший товарный вид. Черный картофель хуже берут. И вот мы посадили половину земель по черным землям. Отец говорит: Денис, куда мы будем это продавать? Ну, никто же не покупает. Пришлось его все положить в хранилище и ждать, может быть, кто-то купит. Никто не покупал до самого Нового года этот картофель. А песчаных земель уже все забрали. Зима настала, крещенские морозы. С рынка убежали все люди азиатской национальности. Люди все побежали покупать продукцию в супермаркет. Супермаркет резко тоже опустел. А что такое для супермаркета потерять такие народные позиции, как мука, хлеб, картофель, ну, водка, там, я не знаю. Картофеля нет, они начинают звонить везде. Они не могут попросить у населения картофеля, потому что население не плательщик НДС. А фермеры, которые работали с НДС, все продали. Мы-то бы тоже продали, возможно, но никто же не покупал черный картофель. И мы говорим: ну есть. Завалялся половина партии еще картофеля черного. Давай хоть черный, хоть какой. И тут мы поняли: пришло наше время. Мы говорим: минус 20 мороза. Как вы довезете? 2 тонны пропадет, 18 останется. Нам надо заполнять позиции. И тут мы поняли: надо поднимать цену. Мы ее подняли, естественно. Тогда они нам сбивали цену на наш черный картофель, плевались. Теперь мы плюемся на их цену. И знаете, самый последний картофель, самый страшный, самый такой, знаете, продали по самой большой цене. В следующем году мы посадили на глине, потому что нужно было сделать севооборот. Посадили на глине. Случилось в 2010 году сильнейшая засуха. Даже в России горели торфяники. И села выгорали. У нас тоже была засуха. И тут-то мы поняли, на глине опять-таки благословение. Глина, она плохо, урожайная земля, но когда засуха, она выручает. Держит влагу. И мы даже крупный картофель выкапывали с этих полей. Мы его не продавали до самой зимы. А зимой продали по самым высоким ценам. Тогда были очень высокие цены, тогда был очень большой дефицит картофеля во всех странах СНГ. Мы как только его продали, так сразу он на Тюмень поехал, вернее. Потому что не хватало продовольствия в России. Ну, естественно, и цены большущие. И можно так много чего добавлять, и как Бог благословил нас, когда капуста у нас засыхала, вот просто засыхала. Я говорю: Господи, я не знаю, что делать. Ну, приезжает 8 тонн воды бочка. Ну, на 5 гектаров, это, знаете, вот таким баночкой полулитровой полить, чтобы она дожила до завтра. Чтобы до завтра дожила. Опять на другой день 8-тонная бочка. Опять женщины, Мотя, ты была тогда у нас уже работала? Вот Мотя работала, напомнить эти все вещи. Баночка полулитровая, опять полили, и 8 тонн нет. Это целый день. Ну, отец говорит: баночками мы ж так не наполиваемся. То есть это мы так. Оно же не растет, оно все-таки рано или поздно засохнет. Я помню, взял и говорю: Господи, я верю, что вот эти кустики, они станут большим урожаем, и как вера в то, что оно выживет, я фотографирую эти кустики, чтобы об этом помнить. Бог послал дождь. Буквально в конце недели дождь пошел, и капуста выросла. Мы ее хорошо продали, как потом смеялись. Та машина Toyota, на которой я сейчас езжу, это за капустные деньги. Той капусты, да.
Зеленая была. Зеленая и хорошая, и качественная. Toyota — это для меня напоминание за тот урожай. Я до сих пор вот так. Ответы на молитву, Да, да? ответ на молитву. Дальше зерно убрали мы в 2011 году сырое. Было много дождей. Зерносушилки у нас еще тогда не было. И если у тебя сырое зерно, или отвози на элеватор, или оно у тебя побелеет. Элеватор не принимает. Вот так вот случилось, вот не принимает. А надо принимать решение. Зерно скоро пропадет, подцветет. Выход у нас был только один. Выбросить его в землю. Посеять. Все равно хоть так пропадет, а хоть что-то вырастет. Мы его высеваем. Оно за того, что было сырое, очень хорошо проросло, а была засуха. Ударила засуха по всей Украине, особенно на юге Украины. Но благодаря тому, что наше зерно было сырое, оно очень хорошо проросло и распущилось, из-за того, что была огромная засуха, сильная засуха на юге Украины, треть озимых Украины пропала. Я не злорадствую, но так получилось. В следующем году, вы, конечно, догадываетесь, цены на озимую пшеницу, на убранную, на урожай озимой пшеницы, естественно, были прибыльными. Все фермеры с радостью по прибыльной цене попродали пшеницу, отец сидит и ждет. Что ты не продаешь? Подождем. А если упадет? Подождем. Заасфальтировали еще один ангар, посадили и все упрятали. Все то огромные урожаи зерна, пшеницы. Урожай зерна, пшеница поднялась на целую гривню зимой. Представьте себе, 200 тонн пшеницы умножаем на 1 гривну, в общем, 200 тысяч гривен только из-за того, что отец ожидал. Еще плюс другая прибыль. То есть на одном каком-то ровном месте. На ровном месте там немножко, там Бог спас капусту. Там вот, самый свежий опыт я вам расскажу. Вот этого года ударил сильнейший град, ударил серьезнейший ураган. Вокруг нас мы звоним фермерам, говорит, как дела? Соя побита. Что побита? Господи, а у нас же рядом картошка, 50 гектаров картофеля у покошечек. Я еду, сосны поломанные, от града все побито, силосная кукуруза от града побита. Заезжаю в карманчик такой возле покошечек. Целое. Ничего не повалено, ничего это. Я в Фейсбуке даже фотографировал и добавлял, говорит, это не шутка, это серьезно. Сохранилась картофель. И так вот, сегодня многих людей картофель загнивается. Я говорю, как ты его продаешь вообще? Сложно продавать сейчас картофель из-за того, что было очень дождливое лето. И такого дождливого лета не помню со своего детства. Картофель продают, забирают торговые сети, говорят, конечно, качество не совсем хорошее, но мы их предупреждаем об этом, но ничего, заберем. Очень много картофеля у нас идет сразу на полуфабрикаты. Как раз ресторанный бизнес забирает его. Может, я ваше время задерживаю. То есть, вот, тогда как другим это сложно, тогда как другие терпят убытки. У меня один фермер, мой знакомый, обанкротился. Просто обанкротился. Отец говорит, мы еще продаем хорошо. Это опять-таки рука Божья. Ни один год не закончился с убытком. Это вам на ответ, где берутся деньги. У Господа есть ресурсы и средства. Насчет ландшафтного дизайна я вам скажу достаточно быстро. Когда мы все уже построили, надо было что-то дальше делать, отец говорит, какая большая территория, почему у нас так получилось, что нам делать с огромной территорией? И ему сразу говорят мастера дизайна, говорят, Николай, ты такой человек интересный. Мы встречали многих богатых людей. Они наоборот хотят больше земли, чтобы больше красоты навести. У тебя это все есть. Они нам подкинули идеи из визуализации. Много чего нам приходилось делать самим, но визуализацию сделали проектанты. И так получилось, я думаю, что вам нравится, дорожки, все такое. И хорошо, что теперь такой парк большой. Теперь вы можете гулять по парку. Заметили, дорожки все сквозные, то есть нету тупиковых дорог. Знаете, вы пошли там, знаете, как некоторые. А вы ходите и так вот, знаете, как
Даже друг другу не Лабиринт. мешать. Выход Да. есть. Да, всегда выход есть. В тупик очень неинтересно ходить. Ну, вот так вот и получилось хорошо и красиво. Хотелось бы еще сказать о нашей команде. Вы этого вопроса не задали, но другие люди задают этот вопрос. Как же вообще формировалась команда? Хочу вам сказать так, что мне сказали, что еще в 2012 году, что я буду временным директором. Я вообще не собирался быть. Вообще, здесь даже работать я не собирался. Моя была такая работа, знаете, я помогаю документально, я спонсор, но это не мое, как говорится. Я так себе как-то считал, что санаторий это не мое, пусть кто-то занимается. Но мы столкнулись с одной серьезной проблемой. У нас была маленькая команда, и некому было этим всем делом заниматься дальше. Никто не брался руководить. Ну, Денис, хотя бы на времечко побудь, а там может быть что-то уладится. Ну ладно, хорошо. И все нам говорили, вы не запустите. Ну не все, не надо, неправильно сказал. Но многие говорили, что где ваша команда, вы не запуститесь. Вы далеко от городов, реально далеко от городов, далеко от железных дорог. Ну и так дальше. Можно много таких этих. Рекламы нету, того нету. Ну и в конечном итоге вы уже не первые. То есть уже люди по натуре консерваторы, они уже наладили. Кто-то ездит в обиходы, кто-то ездит в Барино, кому где нравится. Но зачем, знаете, еще один санаторий, лучший враг хорошего. Я это все понимал, и знаете, такое уныние. Это однажды открываю. И кто приедет в команду, и приедут ли люди. И вот открываю я книгу пророка Захарии, 2 глава, помните, встречается пророк, идущего из измерительной вот этой веры. Я говорю, что у тебя в руке? Он говорит, а я буду сейчас измерять вот эту территорию, потому что будет столько много людей, такое множество, что надо все померять, что надо все измерить, чтобы всем хватило. Господи, у нас тоже территория огромная. Огромный ландшафтный парк. Огромное вот это здание трехэтажное. Неужели оно будет полное? Неужели оно будет востребовано? Неужели приедут люди, которые захотят здесь трудиться? Я не знаю, как это будет, но я доверяю тебе, Господи. И знаете, началось все с того, что белорусы начали писаться к нам на заезд. Кто им сказал? Я не знаю. Вот честно, опять-таки для меня это чудо. Они сами не знают, кто первый узнал. И вот, но они ездят. Есть кто-то из Беларуси, нет? Вот, пожалуйста. Да, вот кто сказал, никто не знает. Ну вот они приехали, вернее не приехали, они сначала захотели записаться к нам на октябрь 2013 года. Мне руководство церкви сказала, послушайте нас, не организовывайте заезд, вы еще не готовы. Ну, братья сказали, с молитвой, все, слушаемся. Я их отправляю назад, как говорится, я не могу вас принять. Они поехали в другой санаторий отдыхать. Ну, были клиенты, и тех упустил. Я самый хуже директор на свете, да, самый глупый, наверное. И вот так вот сижу, и, знаете, уныние опять. Ну, мы время немножко скоротали, постажировались в Винницкой области в этот момент. Опять звонят эти белорусы, говорят, мы отдохнули в том санатории и еще хотим к вам отдыхать, едем к вам на Новый год. Отказов не принимаем. Ну, раз не принимаем, ну, пишитесь, как-нибудь вас примем. 5 человек, разберемся. Потом уже 6-й записался из Беларуси. Потом Киев начал писаться. И я как-то так, то ли я по слабохарактеру, что ну всех записал 17 человек. Мне звонят, ты что натворил? Да, там. Теперь я опять плохой человек, что я упустил, теперь я набрал много. Кто будет помогать? Я опять молюсь. Ну, доктор у нас уже был, но надо еще одного доктора, чтобы вдохновил, потому что, знаете, колени дрожат. Ну и кто будет? Кто будет? И приехала та доктор, которая была доктором у нас на том заезде, которым мы были в Николаевской области. Отец встретился с тем доктором лицом к лицу. Тогда она нам не дала сбежать из Киряковки.
тот первый заезд она не дала нам сбежать из санатория, который мы сами строили. Потому что колени действительно дрожали. Заезд прошел действительно замечательно. Нам в тот момент у нас была небольшая команда, но так сложилось, что в Барвинке заезда на Новый год не было, а сотрудники маялись чем заняться. Не хотели ехать домой и приехали к нам помогать. И вот так вот прошел этот заезд. И таким образом заезд прошел на славу. Ну а что дальше? А как дальше? Команда опять становится маленькой. Половина людей уехала в свой Барвинок. Врач тот, который нас вдохновлял, тоже уезжает. И она сказала такие слова, которые я потом говорю другим людям, которые начинают какое дело. У вас мало, и к вам мало приедет, потому что о вас еще мало кто знает. Это правда. Но вам Бог даст столько, сколько вам нужно, сколько вы можете принять. Но не теряйте энтузиазма. Не теряйте энтузиазма и все время старайтесь сделать все качественное и лучшим образом. Вот 5 человек приехало, значит 5 человек приехало. Сделайте для этих 5 людей самым лучшим образом. Так и получилось. Второй заезд 6 человек, третий заезд 7